Эрдэнэ лама сэмэнэ. Сэмэнэ. Эрдэнэ лама, а кто второй самый великий лама после Далай-ламы? Ну, традиционно вот считались три буддийских иерарха буддийской церкви. В тибетском буддизме это первым Далай-лама, вторым Панчен лама был, и третьим Халхар Ринпоче. А почему сейчас все знают Далай-ламу современного, а всех остальных, которых вы перечислили, никто не знает? Ну, как не знает? Знает, ну, Панчен ламы сейчас вот официально признанного нет, его в детстве украли и непонятно где он. А он потом появится? Ну он живой где-то. Богдыген, прошлое рождение он ушло, вот сейчас будут вроде бы когда-нибудь, ну уже скоро, наверное, думаю, будет следующее перерождение 10-го Богдыген. Понятно. Далай-лама, а хатха-йога имеет отношение к буддизму? Знаете, вот с терминами немного санскритскими, хатха-йога, чем она обусловлена? Ну, они там всякую гимнастику там делают. Не знаю, вряд ли, наверное. Понятно. Сколько четок лучше иметь буддисту? Ну, есть, ну, можно, наверное, пару иметь. Одну вот использовать для ретритов. То есть эти в некоторых более каких-то текстах сказано, что эти четки должны у вас отдельно храниться, желательно никому их не давать, если они отдельно содержатся. Ну и вторые можно повседневные четки, с которыми они всегда со мной в любое время. Это которые вы сейчас крутите, да? допустим? Да. Понятно. Эрдэнэ лама, как объяснить, что многие хорошие люди любят пропустить стаканчик пива, вина или водочки? Ведь с точки зрения буддизма получается, что они грешники. Или на это можно все-таки закрыть глаза? Ну, закрыть глаза что означает? Мы закрываем на стаканчик вина, потом это в стаканчик водки превращается, потом в 2 стакана увеличивается. Мы закрываем глаза, и этот человек становится пьяницей, в пьяном угаре зарубил детей, жену и прочих. Если мы изначально знаем, что это пьянство, опьяняющие вещества, это плохо, то при чем здесь нужно закрывать глаза? Но ведь даже известные политики и руководители выпивают прилюдно бокал шампанского. Я думаю, что вот прилюдно лучше не совершать эти действия, потому что дети копируют это. Мы боремся вот с причинами возникновения того, что у нас массово пьют алкоголизм и все прочее, но это возникает как раз из-за того, что дети видят это. Например, я людям советую стараться больше не устраивать вечеринки, пьянки дома, потому что, ну как, лучше в другом месте все-таки. Да, когда собрались люди гулять, у нас дома как получается? Мама наряжается, папа радостно готовит, там огромное количество пищи готовит, которую в обыденных днях ребенок не видит. И он видит, что мама готовится, так улыбается, там накрашивает, в ожидании гостей приезжает, все радуются, потом пьют, чокаются, пьют. И ребенок видит, что пить — это радость, это праздник. И после этого вероятность того, что в нем отпечатается и подсознательное употребление алкоголя для него праздник, это очень велика становится. А когда известные телеведущие перед Новым годом поздравляют с шампанским, это тоже плохо считается? В моем понимании, да, все-таки, потому что шампанское, понимаете, это все-таки есть опьяняющие вещества. А вы сами когда-нибудь пробовали до монашеской жизни алкогольные напитки? Пробовал. Какое впечатление они на вас произвели? Ну, какое бывало разное, вот это то, которое бесшабасность, веселье, которому люди, было такое, ну, понимаете, по прошествии времени уже осознается, что в этом ничего хорошего нету, и мне очень печально наблюдать, что в нашем обществе сейчас радоваться стало синонимом напиться. Это очень совершенно неправильно и печально. Понятно. Можно ли в следующей жизни родиться в прошлом? Можно ли не в следующей жизни родиться в прошлом? Нет, можно ли в следующей жизни родиться в прошлом времени? Или же, ну вы понимаете, о чем я? Да, примерно как машина времени, вряд ли. Только в будущем. То есть раньше 2016 года я уже не рожусь. Нет, оно ушло и в прошлом. И вот это, когда понимаем того, что прошлое уже в прошлом, ничего изменить невозможно, оно дает людям понять того, что какое-то мы действие совершили в прошлом. Многие начинают в этом копаться, живут в прошлом и перестают жить в настоящем. То есть и вот эти постоянные вот эти терзания, переживания, человек лишается сна, плохо выспался, не выспавшийся пошел злым на работу, а там кто-то его задел, разозлился на него. Вот это начинает волнами расходиться, вот это злоба, раздражение от одного человека. И самое печальное, что он никоим образом не может изменить то прошлое, которое произошло.
Что бы он ни делал, это все, она в прошлом, и все, закончилось. Самым важным аспектом выходит, что нужно просто вынести уроки из прошлого. То есть, когда возможность такой ситуации в будущем я опять встречусь, но основываясь уже на моем опыте, я учту эти ошибки и не совершу это. И закрываете дверь того, что было в прошлом. То есть не нужно копаться в нем. Ясно. Но время это с точки зрения буддизма не относительная величина. Обязательно относительно. Высокое, низкое, короткое, длинное, приятное, неприятное. Это все относительные вещи. Мы не можем однозначно сказать, эта вещь приятная. В моем понимании оно будет приятным, для другого человека это будет совершенно отвратительным. Понятно. Мама, если Будда не был тибетцем, то почему все тексты и надписи в буддизме на тибетском? Ну, Будда дал свое учение на своем языке, затем буддизм пришел в Тибет, и основные вот эти тексты, данные учения Будды, были переведены на тибетский язык. И на сегодняшний день вот всю полноту буддизма сумели сохранить тибетцы на своем родном языке. Они, кстати, создали язык, когда переводили термины, были очень великие переводчики. И на сегодняшний день вот учение, которое зародилось в Индии, затем распространилось в Тибете, вот сумело сохраниться в Тибете. Но нет ли смысла обратно все перевести на язык, на котором говорил Будда? А для чего? Ну, наверное, для возвращения к аутентичности учения. Ну, есть очень много источников, подтверждающих того, что люди, практикуя на этом языке, достигли высоких реализаций. Да, на тибетском. Стали буддами есть. И, соответственно, получается, что уже они проверены и людьми, и временем. Значит, можно, читая подобным образом на этом языке, практикуя, следуя этому пути, можно достичь просветления. Но смотрите, ведь тибетцы они тоже переводили, потому что это был какой-то незнакомый для них язык, и они вроде как на свой перевели. Может быть, тогда нам тоже надо на бурятский или на русский перевести, чтобы... Ну, вот эти у нас же философские тексты по буддизму, по практикам ума, и очень много переводят, и очень правильно, потому что мы должны понимать, о чем читаем, и получать знания. Это важно очень. И поэтому недаром вот очень много книг выпускается на русском языке, где объясняются практики пути, основы пути. А как буддизм относится к проституции? Можно или нельзя ей заниматься, а также пользоваться услугами проституток? Ну, как буддизм к этому относится? Ну, не знаю, но в случае там где-то было, что не считалось нарушением неверности, если проституция, но скажем, не приветствуется. Понятно. Есть порицание. Возможно ли такое, что Будда был простым мудрецом, а все остальное придумали его ученики и последователи, многие из которых на самом деле даже не видели его? Всякое может быть в нашем мире. Но самая важность не в том, что там кто-то придумал или что-то за Будду сделали и все прочее. Важность именно сути учения, которые на сегодняшний день и также актуальны, и также следуя этим наставлениям, практикам, можно достичь очень высоких результатов. Это действенный метод. В этом суть. Недаром, когда и говорится об учении буддизма, ставится, говорит, опирайтесь не на человека как личность, там, да, он великий человек, знаменитый, там, все, что он сказал, истинно, я ему кланяюсь и принимаю. Нет. Опирайтесь не на личность, а опирайтесь на знания, которые дает, на учение, которое дает. В учении опирайтесь не на слова, цепляясь за какие-то, а на общий смысл. В смысле опирайтесь не на второстепенный, а на истинный смысл этого учения. И в истинном смысле опирайтесь не на то, что познается какими-то внешними нашим сознанием, а то, что постигается на основе анализа. Таким образом должна быть опора. Тогда получается четкая логическая последовательность. Везде поставлен впереди всего анализ нашего ума. И тогда путем анализа, что это верно, и путем мы этой реализации этих данных учений достигаем, становимся лучше, достигаем каких-то высоких реализаций, значит, это проверенным методом, значит, и в этом и есть суть учения. И в этом случае какие-то бесплодные, на мой взгляд, споры, был ли Будда или не был ли Будда, или является это учение его, или это его последователи. Мне кажется, мы немного отходим от сути самого учения. Самое важное же суть. То есть можно сказать, что фигура исторического Будды, она не так уж и важна? Важна в том, что это для нас пример вдохновения. Но намного важнее, если бы Будда не дал учение, которое было записано, которое мы можем на сегодняшний день постигать, то было бы какое-то восхищение. Да, был в каких-то годах какой-то великий человек, он и все. Но величие Будды в том, что он дал это учение, оно сохранилось и дошло до нас в виде текстов,
все прочее. И благодаря этим текстам мы способны развиваться. После Будды есть очень много да, вот этих сведений, при котором люди достигли очень высоких реализаций. Ну что ж, спасибо, Ардалама. Поверьте. Поэтому